Всего несколько дней назад новостные ленты пестрили заголовками о том, что Всемирные игры кочевников в 2018 году пройдут в Турции, со ссылкой на генерального директора Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиля Гасанова. Такое заявление прозвучало 7 июня в ходе Совета министров туризма в городе Чолпон-Ата. До этого не единожды обсуждалось, что проходить мероприятие будет раз в 2 года, притом подобно Олимпийским играм в разных странах. Однако министр культуры и туризма сегодня опроверг эту информацию. Еще во время открытия первых игр кочевников Алмазбек Шаршенович Атамбаев сказал, что идея создания такого масштабного мероприятия принадлежит Кыргызстану. Это наш бренд, а потому игры должны проходить в нашей стране. В 2018 году в Турции будут проходить не Всемирные игры кочевников. Турки оттолкнулись от нашей идеи и создали свой проект – Всемирные этноигры. В них смогут принять участие не только кочевые народы. Традиционные игры есть в каждой стране. На заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств была достигнута договоренность, что тюркские страны примут в них участие. Официальное открытие вторых игр кочевников будет в начале сентября. Составы нашей сборной уже укомплектованы. В августе пришлют заявки другие участники. В программу мероприятий вошли 23 вида традиционного спорта. Среди них древняя охотничья дисциплина салбурун, масс-рестлинг, а также несколько видов национальной борьбы. Опубликованный недавно промо-ролик о Всемирным играм кочевников, который многие приняли за официальный трейлер, наши граждане приняли в штыки. Было много нелестных высказываний, мол, делали его непрофессионалы, да и денег на это было потрачено 600 тысяч сомов. Однако в секретариате игр выяснилось, деньги выделили не их организации, а дирекции по традиционным видам спорта для создания 35 видеоанонсов к мероприятию. Этот ролик он был изготовлен секретариатом, внутренними ресурсами. Говорить о том, что какие-либо были потрачены средства, это будет очень неправильно, потому что такого рода ролики мы изготавливаем на постоянной основе на разные мероприятия. В данном случае этот ролик был изготовлен на конкретное совещание рабочей группы Совета тюркоязычных стран. Официальный ролик у нас готовится. Мы специально уже разработали к нему сценарий, то есть съемки в данный момент процесс идет. В скором времени мы официально презентуем наш промо-ролик. По мнению экспертов, вирусная реклама, особенно туристической сферы, у нас в стране вместо того, чтобы привлекать путешественников из других стран, напротив, их отталкивает. Порой видео и фото, сделанные туристами, а затем выложены в социальных сетях, имеют больший эффект, нежели работы специализированных органов, чьей прямой задачей и является пиар нашей страны. Несколько дней назад в сети появился ролик об Иссык-Куле. Авторы видео – граждане Казахстана. За 3 дня им удалось запечатлеть сразу 3 времени года. Всего за несколько дней мини-документальный фильм получил массу положительных отзывов от жителей других стран. В первую очередь, когда у нас делают видеоролики, они используют чужие фрагменты или клипартные фрагменты роликов. То есть скачанные бесплатно, которые в общем доступе, можно их вставлять в ролики и бесплатно использовать. Вот. Эффекты к шрифтам, они тоже используются стандартные, бесплатные. Вот. То есть это не профессионально, если он выходит за рамки нашего Кыргызстана или за рамки их презентации, и люди это видят, это больше минус, чем плюс для развития туризма. Однако министр туризма заверил, что уже к январю у Кыргызстана появится качественный туристический ролик, в котором будут и красоты страны, и фрагменты из игр кочевников. Снимать его будут профессиональные операторы, а бюджет вложений в создание видео составит около 60 тысяч долларов. Екатерина Ступкина, Асхат Ибраимов, НТС.